Колдун находится в Пресветлой Медине. Он расставлял что-то наподобие палатки наверху горы, где проводил обряды колдовства. Его поймали и записали признание до того, как в отношении него вынесли приговор. В его доме нашли все виды колдовства по его аудио и видеопризнаниям, которые мы выложили в сторис Инстаграма. Ссылка есть внизу. Он говорил, что самое популярное колдовство, которое больше всего заказывают, это колдовство наущений. Вторым самым заказанным колдовством является колдовство на разобщение мужа и жены. Он также говорил, что существуют люди, которых не берет ни колдовство, ни джинны. Он отправлял к ним джиннов, но они не доходили до них. Конечно, эти приспособления были найдены в его доме, он их хранил там. Когда устроили засаду у его дома, то обнаружили женщину, которая консультировалась по поводу колдовства. Колдун говорил, что большая часть его клиентов были женщины, около 95%. К сожалению, эта женщина, представьте, когда проводили расследование с этой женщиной, она призналась, что наложила порчу на 3 своих родственников, на мужа сестры, а также свекра и свекровь. Представьте, я не верил в это, пока не стал присутствовать на расследовании подобных вещей. Эти виды колдовства были в кармане. Там были ногти, волосы женской расчески. Хочу сделать наставление женщинам. Старайтесь, чтобы волосы с вашей расчески не попадали в руки посторонних людей, которые приходят к вам домой. Будьте максимально бдительны и осторожны. Также обращайте внимание на ногти и остатки еды. Также он делал колдовство так, чтобы у человека были наущения и приходили всякого рода мысли. Под влиянием этого колдовства человек воображает каких-то хищных животных, которые приходят к нему во сне, а наяву он слышит голоса знакомых ему людей, но их в этот момент нет рядом. Он воображает присутствие собаки или ворона на холодильнике, на столе или в шкафу. Этот колдун отправляет к человеку определенный вид джиннов, которые беспокоят человека во сне и наяву. У него бывают ночные кошмары, а также у него возникает чувство слышания голосов наяву. Мой знакомый говорил, что они недооценили проблему сестры, которая слышала голоса, и они думали, что это психическое заболевание. Но затем стало известно, что ей сделали колдовство. Когда проводили наблюдение за домом, эти женщины тоже были обнаружены, и все они сделали колдовство на своих родственников. Я повторяю, я бы никогда не подумал, что человек может вредить своим родственникам, если бы не посетил эти расследования. Колдун говорит, что в начале колдовства он направляет колдовство на человека, который является жертвой колдовства, а когда джинны возвращались обратно, они говорили, что не нашли его. Затем колдун отправлял мятежных джиннов. Этот вид джиннов сильнее, чем первый. Он использовал второй вид колдовства. И когда джинны возвращались, они говорили, что не нашли его. То есть они отправлялись к нему домой и не могли найти его. После этого колдун направил джиннов-ифритов, и это самый сильный вид джиннов. И они тоже вернулись ни с чем, сказав, что не нашли этого человека. Колдун говорит, этот человек застал меня врасплох. Мы направили к нему все 3 вида колдовства, с сильнейшими видами джиннов и мятежных дьяволов. Но каждый раз они не находили его, хотя он был у себя дома или на работе. Им говорили, что он находится в таком-то месте, после чего они отправлялись и искали по всей Медине, а затем возвращались и говорили, что не нашли этого человека. Колдун также рассказывал, что есть другой вид людей, на который очень легко наложить порчу через самый незначительный вид джиннов. Третий вид людей, джинны видят их сдалека, слышат их голос, но когда приближаются, они не находят его. Колдун негодовал, что этот вид людей тоже ставил его в тупик. Иногда колдовство было удачным в отношении этого вида людей, а иногда оно не вредило. Но в основном мы уставали от этих людей, потому что джинны видят их издали, слышат голос, но иногда при приближении находят его, а иногда нет. А второй вид людей очень быстро на них наложить порчу. Так что же эти 3 вида людей, на которых накладывают порчу и которые упомянуты в Коране?
Колдун говорил, что касательно второго вида, которых легко околдовать, это те, которые не защищают себя поминанием Аллаха. Люди различаются согласно тому, как интенсивно они читают зикры и Коран, и как они соблюдают своевременное совершение намазов, а также их защита самих себя. Первый вид людей, которых легко околдовать, потому что они не соблюдают постоянное поминание Аллаха, чтение зикров. К ним отправляют самый слабый вид джиннов, и на них легко наложить порчу. Следующий вид — это те, кто забывает и опаздывает с совершением молитвы. Иногда читает молитву, иногда оставляет его чтение. Иногда читает молитву, иногда оставляет ее чтение. Иногда порчу на него наложить возможно, а иногда это не получается. Иногда их видно издали и слышны их голоса, но при приближении джинны не могут найти их, а иногда могут. Это зависит от времени, когда к ним отправляют джиннов, когда он опаздывает с молитвой или не читает Коран или зикры. А что касается первого вида людей, который ставит меня в тупик, я спросил женщину, которая делала порчу на этого мужчину. Я спросил ее, чем занимается этот мужчина, где он бывает, какова его повседневная жизнь. Она ответила, что, как правило, с молитвы Магриба и до молитвы Иша он находится в мечети. А чем он там занимается? Он читает там Коран. Поэтому на этот вид людей колдовство не действует, и джинны не могут навредить им. Запомните, на кого не могут повлиять джинны. Это чтецы Корана, читающие сур Аль-Каф по пятницам, кто постоянствует на чтении утренних и вечерних зикров и своевременно совершает намазы. Еще раз, это те, кто читает Коран, кто читает суры Аль-Каф по пятницам и постоянствует на чтении аскаров. Джинны не могут им навредить, они не приближаются к ним, и также на них невозможно сделать порчу. Поэтому Аллах говорит в суре Исра: «Когда ты прочел Коран, мы воздвигли между тобой и теми, кто не верит в последнюю жизнь, невидимую завесу». Люди, которые читают Коран и делают это постоянно и неустанно, в частности, сура Каф между пятницами, также постоянно поминают Аллаха, Аллах устанавливает между ними и между порчей, колдовством, мятежными дьяволами и ифритами завесу, и зло не коснется их.